Всем привет, друзья! 2 месяца назад у меня на канале вышел ролик, который, так сказать, набрал обороты, вызвал общественный резонанс. Ролик про то, как я изготавливаю рыбацкий напиток в простонародье, который некоторые называют просто самогон. Но самогон самогону разница. Я вот свой самогон, хотя я его гоню сам, язык не поворачивается назвать самогоном, потому что это отличный, превосходный рыбацкий напиток, охотничий. Он хорош тем, что после употребления, естественно, в разумных количествах, зная меру, утром никаких последствий, ни головной боли, ни тошноты, что нельзя сказать о той же, скажем, водке покупной в магазине или еще каких-нибудь других напитков. Кто не пробовал мой напиток, знает, что это отличный, крепкий напиток, без каких-нибудь последствий. В нем я уверен. И что бы ни говорили злые языки, там, что ты гонишь там дерьмо, там, бодягу, туда-сюда, после него головная боль, они просто его не пробовали. Но, прогресс есть прогресс. Там мне начинали писать в комментариях про какие там колонны, головы, хвосты. Ну и вот, автоклав домашний стандарт. Вы знаете, я на нем уже готовил консервы, всякие рыбные консервы, сутки, дичи, мясные, каши варил. И когда я подробнее изучил, можно так сказать, то я заметил, что к этому автоклаву прилагается еще вот такая вот приставка. Это пленочная колонна, которая, ну, проще говоря, которая гонит самогон, как я понял. То, что мой самогон, некоторые называют это спирт-сырец, и нужна вторичная перегонка. Вот сейчас мы это и попробуем. Но первым делом мы сейчас откроем вместе с вами и посмотрим, что же собой представляет наша пленочная колонна к автоклаву домашний стандарт. Поехали! Мы начинаем. Мне самому интересно, но заранее специально открывать не стал, чтобы на будущее мы все с вами будем делать вместе. Потому что, может быть, кому-то это понравится, аппарат, и в дальнейшем кто-то захочет заказать, уже посмотрев на мой ролик, уже не будут делать методом тыка, как я сейчас это буду делать я, а все буду делать по инструкции. Итак, вот что мы имеем. Домашний стандарт, пленочная колонна. Вот так она выглядит. Вот так она будет выглядеть на автоклаве. Вот так она будет выглядеть на автоклаве. И давайте же мы посмотрим, что мы здесь наблюдаем. Так, мы здесь наблюдаем вот такой вот шланг. Но это для подвода воды, как я понял. Вот такой вот шланг силиконовый. И вот, в принципе, сама наша пленочная колонна. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Спирт-сырец у меня уже готов. Видите, как я культурно начал. Меня аж бесит, правда, от этих употреблений. Спирт-сырец, какой он нафиг спирт-сырец? Он отличный самогон, отличного качества. Вон Иван Григорьевич, живой пример. На Украине тоже у них все это было. Вот что нам вот представляет, что собой пленочная колонна. Это мы сейчас все посмотрим инструкцию и будем изучать. Здесь уже, я как понимаю, холодильник внутри. Скорее всего, холодильник подключается сюда. Но это мы сейчас все. Это я вам просто сейчас сделаю распаковочку. А в дальнейшем, конечно, я все это посмотрю, прочту, изучу, и перегонять мы будем с вами вместе. Вот. Это вот такая вот запчасть. И вот здесь у нас еще в комплекте есть. Давайте посмотрим. Это, скорее всего, термометр или что-то такое, скорее всего.
Моргает все, сверкает гирлянда. Диодные лампочки перегорают только на раз-два. Так, вот такой вот хомутик. Хомутик раз. Так, не теряйтесь. Вот такая вот резиновая шайбочка. Это мы в дальнейшем все узнаем. Вот такой вот термометр, скорее всего, я так думаю, это термометр. И вот хомутик еще один. Шайбочка, хомутик и две резиновые прокладочки. И еще у нас, вот еще у нас здесь есть вот такой вот переходник. Еще хомутик. Так, это, если я правильно понимаю, к водопроводу подключается, скорее всего. Но мы это точно в дальнейшем узнаем, потому что он похоже, что... Ну ладно, мы это посмотрим, что это такое. Не будем загадывать. Прочитаем инструкции, и все это мы посмотрим. Так, с одним ящиком мы разобрались. Вот, видите, шланг, сама непосредственно колонна. И вот такие вот запчасти. Вот она вот такая вот. Ну и что, поехали дальше. Это убираем в сторону. Посмотрим, что же у нас во втором ящике. Текс. Текс. Рыбацкий напиток и так был хорош. Но думаю, то, что сейчас мы скоро сделаем, я надеюсь, от этого он хуже-то не будет. Естественно, после того, как мы это все сделаем, как мы все это приготовим, мы снимем пробу. Завтра едем на рыбалку с Иваном Григорьевичем проверять наши палки на наливов. И там мы, скорее всего, это в лесной избе испробуем. Так, заглушку прикручивать только при самогоноварении. Когда готовите консервы, дышащий клапан работает самостоятельно. Заглушку прикручивать запрещено. О! Вот так вот. Так, а здесь у нас вот такая вот силиконовая прокладка. Когда я варю консервы, то здесь у меня точно такая же силиконовая прокладка, но силикон очень в себя вбирает все запахи. И от консервы где-то там через крышку пропустила, или где-то, может, банка лопнула, или что. Запах консервов в дальнейшем будет передаваться на самогон. Нам это не надо. Вот специально отдельная прокладка и отдельная крышечка. Отдельная крышечка на наш автоклав. То есть емкость у нас будет одна, а крышки у нас будет две. Одна крышка у нас будет для консервирования, а вот эта крышка у нас будет для самогоноварения. Вон, в принципе, разница в двух крышках. Это вот отверстие для термометра, это выпускной клапан, это у нас дышащий клапан. Что здесь? Здесь мы видим отверстие для термометра. Дышащий клапан у нас закрыт наглухо. И аварийный клапан, который должен срабатывать в случае чего срабатывать. Ну и вот, в принципе, наверное, вот сюда у нас пойдет вот эта вот колонна. Вот и все. Вот и все у нас дополнительные запчасти, что отдельная крышка, отдельное силиконовое кольцо, сама пленочная колонна. В общем, сейчас я читаю инструкцию, разбираемся и начинаем. Начинаем делать хороший напиток. Начинаем делать, как бы, улучшать и так хороший напиток. Как-то вот так. Но что из этого получится, мы скоро это увидим вместе с вами. Поехали изучать и в дальнейшем изготовлять.
Итак, изучили инструкцию. В принципе, все ясно. Давайте я вам тоже наглядно объясню. Самогончики уже знают, что к чему. Так, первое. Это у нас соединительный кламп. Второе, от него идет, это у нас царга, колонна. Сама пленочная колонна получается, вот это. Третье, вот это третье, дефлегматор. Словечки-то какие. Четвертое, устройство для ввода воды. Вот это устройство для ввода воды. Пятое, регулировочный кран дефлегматора. Шестое, устройство вывода воды. Седьмое, датчик температурный термометр электронный. Вот это седьмое, я как понял, вот это сюда. Вот это вот сюда вот. Вот этот электронный термометр, вот это вот сюда. Восьмое, паропровод. Паропровод. Девятое, конденсатор, холодильник. Десятое, ТСА, трубка связи с атмосферой. И 11, самое ценное в этом аппарате, патрубок для выхода продукта, готового продукта. Разобрались? Все ясно. Кто понятия не имеет об этом, это же, конечно, дремучий лес. Кто этим занимается, он просто сейчас смотрит и улыбается. Мы это будем делать впервые и посмотрим, что у нас из этого получится. Пока, друзья, рекламная пауза. Все приготовим и начнем. Так, ну что, начинаем. Здесь у меня черемуха, сухая сушеная черемуха, которая вот настаивалась. Летом также был ролик. Напиток получился просто изумительно, употреблялся на рыбалках, на охотах и все такое. Осталось там буквально всего, вот немного отсадили, здесь даже немножко как бы есть. Отсюда мы примерно половину добавим в нашу емкость, чтобы придать дополнительный аромат. И здесь у нас получается литров 15 продукта. Выливаем все это в куб. Градусов 40, но плюс-минус 1 получается. Плюс-минус 2 может быть там все термометры. Больше половины, 3/4, так и есть примерно. 3/4 емкости. Может даже чуть меньше, но ничего страшного. Главное, чтобы была половина. Так. И добавляем сюда половину ягод, примерно половину. Даже может больше чуть стало. Да, ну ничего страшного. Не столь важно. Ну вот, в принципе, и все готово. Здесь у нас спирт-сырец, так по-научному, который называется. Для меня же это просто обычный самогон, разбавленный водой наполовину почти. Ну, на 10 литров самогона 5 литров воды, это получается, только что получилось 40 градусов. У меня 55 так-то где-то было. И что, закрепляем. Так, прокладка здесь на месте. Так, так, так. В общем, как ни крути, примерно вот так. И закрепляем. Скажем вот так. Здесь у нас будет колонна стоять. Сначала мы это дело все закрутим. Ну все. Затянули. Так, теперь ставим саму колонну. Так, это делается вот так. Откручиваем. Убираем крышечку. Вот она.
колонна. Так, это у меня будет лицевая часть. Здесь будет выходить продукт. Все верно. Значит, поставим мы как-то вот так. Так, ручка так, чтобы не мешалась. Я так думаю, хватит. Если что-то будет пропускать, потянем еще. Но навряд ли уже. Ну вот, в принципе, готово. Сейчас мы это все в конструкцию подсоединим к водопроводу, к напору воды. Ну а потом уже, если все нормально, будем включать аппарат. Пошли. Подсоединять, устанавливать. Опа-на! Так, мне проверили у нас. Ух ты, мама дорогая. Ух ты, мама дорогая. На то у нас не получится. Угу. Так, что же нам делать? Что-то я не предусмотрел. Вот это пошире. Здесь будем, наверное, да? Так. Ага. Угу. Тут кран будет у нас мешаться. Там колонна. Ладно, друзья, пока рекламная пауза. Сейчас мы это все немножко переделаем. Так, ну что, выбрали самое оптимальное решение, потому что у меня вытяжка мешает. Так-то мы обычно на этом тене нагревали, когда делали консервы. Теперь ничего не получилось. Самое оптимальное вот только здесь. Четвертое. Устройство ввода воды. Значит, вводить будем здесь. Шестое. Выводить будем здесь. Здесь будем ввод. Поехали вводить. Так, давайте сначала придумаем. Вот, это у нас шло в комплекте вот такие переходнички. Сейчас попробуем сделать. Откручиваем стандартные. Делаем холодный напор воды. Горячую выключаем. И закручиваем вот такую вот приблуду. Так, вот это. Ага, вот этот переходник. Вот теперь вот он для чего. Так, нет. Ага. Закрутили мы эту приблуду, переходники. Вот так. В принципе, тут тоже такой фильтр есть. Можно даже оставить так. Потому что при таком положении крана у нас подается в холодильник. Если кран закрывать, то у нас просто можно пользоваться обычным краном. Можно так оставить, но мы после перегонки это, конечно, все уберем. Так, включаем так. Все работает. Поехали дальше. Один к водопроводу. Хомутик поставил. Один на выход, один на вход. И все, теперь проверяем. Проверяем, включили напор. Как мы видим, все четко работает. Все у нас четенько работает. Единственное, что мы сделаем, нам такой длинный патрубок не нужен. Вот мы, наверное, вот так вот отрежем его. Все. Это у нас, как у настоящего слесаря, остается лишние запчасти, так и у нас остался лишний конец трубки. Вон еще сколько осталось. Метра два еще осталось трубки, которые в комплекте идет метров 6 трубки. Все проверили. Все четко. Вода запускается, вода выпускается, нигде не протекает. Все герметично. Открыли кран дефлегматора. Проверяем, даем мощность больше. Вон. Все работает просто великолепно. Итак, включить максимальный нагрев куба. Все. Включаем максимальный нагрев куба. Открыли кран дефлегматора. Включить подачу воды на половину мощности. Сразу что ли? Ну, включаем. Немножко включим на половину мощности.
Дождаться закипания спирта сырца, ориентируясь на показаниях термометра, которые должны составить 75 градусов. Ждем 75 градусов. По достижению температуры 75 градусов уменьшить нагрев куба наполовину и выждать 15 минут. По истечению 15 минут закрываем регулировочный кран дефлегматора. Это необходимо для того, чтобы скорость потока продукта из патрубка вывода продукта была ровно 1 капли в секунду. В общем, ждем 75 градусов и потом будем делать 1 каплю в секунду быстрее. В общем, у нас такой расклад. Вот пошли первые капли. Вот, первые капли должны идти 1 капля в секунду. У меня, вот, судя по секундной стрелке, они идут немного быстрее даже. Немного быстрее. Попробуем немного убавить. Вот, 2 раза. Запах неприятный, я вам скажу сразу. Я сначала не верил, думал, пойдет действительно запах спирта. Тут не то чтобы запах ацетона, но какой-то запах есть, да. Я все спорил. Запах спирта, ну да, что-то такой резкий запах есть. Ладно, по инструкции делаем. В общем, все ясно, да? Регулируя мощностью плиты и напором воды добиваемся 1 капли в секунду. Сложная эта техника. Целая наука. Вот с помощью этого регулировочного крана дефлегматора и мощности нагрева куба мы добились положенной скорости примерно 1 секунда, 1 капля в секунду. Все. Это у нас плита на троечке. Вентиль именно в таком положении. И напор воды, как видим, еле-еле. Сначала дал большой поток воды, у меня все остыло. Нагрел, ну теперь вот нашел золотую середину. И все у меня пошло хорошо. Вон, первые полбаночки закапало. Соберу еще полбаночки. В принципе, я не знаю, что тут пахнет не так специально. Сейчас попробую другую немного, в другую емкость. Тут резкий запах, да, есть, присутствует, но сейчас немного накапает сюда, я посмотрю. Если здесь будет запах спирта, уже никакого не резкого запаха, то здесь можно уже на этом остановиться, наверное, потому что пахнет ягодами, вот то, что черемуха там была, и спиртом. Больше ничего, никакого резкого запаха ацетона я не чувствую. Здесь да, но не столько резкий, сколько он крепкий запах есть, присутствует, да. Поэтому ладно, это мы берем. Серега, у меня друг с Камчатки, сказал, что вот этот первак, который первой фракции, он добавляет в бензин. Четырехтактный лодочный мотор у него двигатель. Добавляет он его в бензин, и как-то там он все очищает, работает. Так что я с ним сейчас созвонюсь, перепишемся мы, и он мне посоветует, в какой пропорции это все смешивать. Серега, привет, как ты видишь, мы все-таки колонну приобрели, и теперь у нас хороший рыбацкий напиток становится еще лучше. Все, золотую середину мы нашли, капает у нас по 1 капле в 1 секунду. Соберем мы эти пол-литра. После отбора первой фракции 84 градуса сделать. И пусть у нас поливает 2-я фракция. Как-то вот так. Ну ничего. Первый блин всегда комом. Но я бы не сказал, что у меня он получился комом. Нормально все получилось. Сумели отрегулировать. И теперь пусть он капает. Воды тут много не уйдет. Вот, буквально вот такая вот струечка воды небольшая. Нормально. На троечке у нас энергии тоже много не идет. Булькает и булькает, капает и капает.
Я буду просто поглядывать на датчик температуры, чтобы там все нормально было. И главное здесь вовремя менять банки. Как-то вот так. Теперь у меня все работает, все наладилось. Все четко, все по инструкции. Ждем набора. Сколько у нас получится выхода, какого градуса и какого вкуса, мы обязательно вам об этом расскажем. Друзья, уже час ночи. Наш аппарат продолжает работу. В 4 утра уже подъем. Я так думаю, мы сегодня опять не ляжем. В 5 утра я должен уже выезжать на рыбалку. А у нас накапало только вот это самое первое. Грамм 280, около 300, наверное. Потом поменял баночку. Съездили в магазин. Туда-сюда. Вот это столько накапало. Я тоже это отдельно соединил. Затем накапало вот 3 литра. 3-литровая банка. Замерил где-то 80 с лишним градусов. Больше 80, это точно. И вот вторая 3-литровочка еще не наполнилась. Очень медленно капает. Вот так вот. Вот с такой скоростью. Получается чуть быстрее, чем 1 капля в секунду. Ну, пусть 2 капли в секунду. Я, друзья, понял одно. Все-таки нагреватель должен быть помощнее. Или вот дальняя правая у меня 2 киловатта, наверное. Вот хотя бы туда, и то было бы лучше, но там поставить никак, а это 1,5 ватта, наверное, слабовато все-таки. Или нужна газовая плита или что-то такое, потому что струйка течет тут еле-еле, получается, вон. Буквально еле-еле. А самогон выходит у нас ледяной. Хотя должен выходить комнатной температуры. Он очень медленно нагревает, получается, плитка. В этом вся проблема. Надо будет что-то думать или приобретать дополнительную плиту, чтобы быстрее нагревала. Потому что, ну, долго уже получается. Сколько? Часов 10, да, получается. Уже у меня работает аппарат. Капелька за капелькой, все очень медленно. Вот я думаю, так единственный минус. Да нет, это скорее всего из-за того, что нагреватель такой. Сейчас немножко покапает, потому что пару часиков надо поспать. Выезжаем на 3 дня на рыбалку. Если не поспать, будет тяжеловато. Сейчас я, пожалуй, поменяю еще новую банку. Эту закрою. И до 4, я так думаю, как раз оно накапает. Там посмотрим. Или оставим, или будем выключать. В общем, вот такая у нас перегонка. Перегоняем впервые на колонне. Ну, а качество напитка мы скоро попробуем. Посмотрим, что у нас получилось. Есть ли разница у нас с тем самогоном, что мы перегоняли на дедовском аппарате. И стоит ли перегонять во 2-й раз. Это мы узнаем очень скоро. Ну, а пока. Так, ну что, закончили мы нашу перегонку, 2-ю перегонку дробную. У нас получилось вот столько. Это первак, ну, полбаночки. Потом вот после этого еще столько. Я просто отъезжал. Ну, здесь она уже практически не пахнет. Здесь, если запашок есть небольшой, такой резкий запах, то здесь она уже просто как крепкий спирт получается. Потом получилось у нас 3 литра. 3 литра. Почти 80, где-то 78 градусов. И почти 3 литра у нас получилось почти 70, где-то 68 градусов. Вот. Все делали по инструкции, просто я вам говорю, видать, тены слабые, капает очень-очень медленно, вон.
Ну, где-то 2 капли в секунду может быть. Не струйка, ничего. Вот так вот все капало очень медленно. И по времени у нас почти 12 часов шла перегонка. Да, долго. Но запах, никаких посторонних запахов нету. Вот то, что самогоном, ничего, да, пахнет спиртом. И отдает ягодами, то, что там были ягоды, косточки, черемуха, чем-то далее, ну, отдает привкус ягод. И по инструкции, вот тут написано, продолжаем работу до 84 градусов, показания термометра, после достижения заменяем емкость. У нас где-то, я все хотел добить, но смотрю, температура у меня поднялась уже 88 градусов. И я решил все заменить емкость, потому что попробовал на вкус, градус слабый уже. И вот это мы отделяем уже остатки, чтобы при следующей перегонке добавить в куб. Так что все закончили. Теперь мы это дело соединяем, выведем общий градус, какой он будет, и разбавим где-то примерно до 42-45 градусов. Ну как получится, 42-45 градусов разбавлю. Но это, друзья, мы сделаем уже по приезду. Буквально через полчасика еду на рыбалку, через 3 дня возвращаюсь и займусь. Так что этот ролик, продолжение этого ролика будет через 3 дня. Колонна пусть дорабатывает где-то, ну пусть еще литр где-то покапает, может быть до 90. Вот. 11 пункт. Не останавливаем работу колонны, закрываем регулировочный кран дефлегматора. Вот я закрыл его. Продолжаем сбор продукта до 98 градусов показаний термометра. По достижению нужной температуры выключим нагрев куба и остановить подачу воды. Дождаться остывания куба и пленочной колонны. Результатом данного этапа является продукт емкости, называемый третьей фракцией. Вот эту третью фракцию, что успеет накапать до 98 градусов, мы потом добавим в куб. Ну как-то вот так. Долго, правда, дольше, но посмотрим. Стоит там так. Нет, надо все-таки помощнее плитку, и тогда все будет дело побыстрее. Очень слабая плитка, очень медленно капает вон. Надо или газовую плитку покупать, или что-то помощнее. Ну пока, друзья, до свидания. Встречаемся через 3 дня. Будем дегустировать. Ну вот, друзья, для вас это была небольшая рекламная пауза. А для меня же прошло 3 дня, которые я провел на рыбалке. Вчера вечером приехал. Получается, с момента перегонки даже 4 дня. Вчера вечером вернулся с рыбалки. Завтра опять еду на рыбалку. И пока я дома, давайте доведем дело все-таки до конца. И сделаем напиток, как говорится, рыбацкий напиток. Что у нас получилось в процессе перегонки. У меня получилось вот, это супер голова, после этого ну, вот, полбаночки, где-то 200, около 300 грамм, наверное. Потом это просто голова, второй раз это, пока ездили в магазин, закапало. И вот 2 трехлитровые банки готового продукта. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас эти 2 баночки соединяем в одну и доводим колодезной чистой родниковой водой до 42 градусов. 50-55 делать не будем крепкие, сделаем просто сделаем настоечку. Нет, сделаем 45, наверное, потому что у меня будет на этот раз настойка на вишне сушеной. Настойка на сушеной вишне. В процессе перегонки я добавлял ягоды сухой черемухи, на которой настаивался у меня напиток. И такой привкус самогона, он уже немножко, даже это, получается, в самом напитке уже привкус этой черемухи у нас остался. Так. Вторая баночка. Все.
смешивания пошел. Так, ну что тут мерять-то, в принципе, тут и так понятно, что вышло у нас 6 литров 70 градусного спирта получается. И теперь мы это разбавляем все водой комнатной температуры. Так, сколько заливать? Давайте будем, делаю это впервые, пол баночки зальем сначала. Пол баночки. Так, сейчас мы это все перемешаем. Мне кажется, еще, наверное, надо налить, да? Как вы думаете, надо еще доливать, нет? Мне кажется, еще надо. Ну да, у нас только еще 60 где-то стало. Давай жахнем всю банку трехлитровую. В принципе, лишь бы слабый не получился. Так. Сейчас, наверное, слабый получится. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Итак, все, у нас процесс смешивания спирта и воды закончен. Все остановилось. И как я вижу, у нас остановилось больше 50 градусов. Где-то 52-50 градусов даже получилось. Не знаю, видно. В общем, у нас получилось так, банка 10-литровая. Около 8,5 литров. А почему? Банка, 9 литров. 9 литров напитка крепостью 50-52 градуса. Ну давайте проверим деревенским способом, настолько ли крепкий этот напиток действительно. Может, кто-то скажет, что это спиртометр хреновенький. Кто-то говорит, что такие спиртометры это вообще ареометр, а не спиртомер. Так что посмотрим, горит, не горит наш напиток в ложке. Не в бумаге даже, как мне писали в комментариях. Надо проверить в ложке. Если горит, то значит хорошо. Берем вот ложку чайную. Набираем воды, святой воды, рыбацкого напитка. Так, теперь выключаем свет. Нет, выключу потом, сначала зажгу. Зажгли. И теперь выключаем свет. Как мы видим, напиток горит. И горит довольно-таки хорошо. Видно, да? Огненная вода так называется. Так что спиртомер не врет. Здесь реально есть 50 градусов. Вон, смотрите, как долго горит в чайной ложке. Он продолжает гореть. Мне кажется, тут даже больше 50. Если спиртомер и врет, то он врет только в хорошую сторону. 50 есть по-любому. Не будем делать 45. Не будем доводить дело. Пусть будет как будет. Чем крепче, тем лучше. Вон, смотрите, до сих пор горит. Вон сколько уже горит. Оно минуту горит. Так что, друзья, я считаю, у нас все получилось. Повторюсь, единственный минус — это долго. Но это из-за тена, что слабый тен. Была бы газовая плита или что-то помощнее, нагреватель хотя бы 2 киловатта, это перегналось бы быстрее. Теперь делаем все до логического завершения. На 10 литров, ну пусть даже на 9 литров
самогона крепостью 50-52 градуса, литр сухой вишни. Один литр сухой вишни. Ну вот и все. Напиток готов. Сейчас мы ставим это в темное прохладное место. И недельки 3 дадим отстояться. После 3 недель напиток получится насыщенного такого вишневого цвета. Ну и запах, естественно, будет на ура. Стоп. Давайте-ка все-таки попробую, как получился на вкус без настойки. 3. Хватит. 3 ложечки в самый раз. Это мы закрываем на 3 недельки. Темное прохладненькое место. Сухая вишня. Ну и давайте попробуем, снимем пробу. Рыбацкий напиток, насколько он хорош получился. Всегда я пил один рыбацкий напиток. Теперь рыбацкий напиток улучшенный будет у меня, можно так сказать. Посмотрим, что теперь напишут мне те люди, которые писали в том ролике, когда я перегонял самогон дедовским способом. Что я только там не видел. Что я пью там... Ну, такие нехорошие комментарии. Посмотрим, что они сейчас напишут. Не пойму. Знаете, чем-то действительно напоминает разбавленный спирт. Вот разбавляешь спирт, вот привкус такой же получается. А запах самогона, как бы сказать, он исчез. Я бы сейчас, конечно, сравнил, взял бы еще стопочку, попробовал самогон и этот, но я помню, как он выглядит самогон. И это больше напоминает не самогон, а уже разбавленный спирт. Напиток получился крепкий, да, 50 есть по-любому. И вот я теперь даже не знаю, что лучше-то. Самогон, который гнали дедовским способом, или который прочистили до такой степени, что он стал похожим на спирт. А это мы узнаем очень скоро. Через 3 недели, когда сделается настойка, снимем пробу уже в полевых условиях. Это на рыбалочке, в рыбацкой избе. И тогда я со стопроцентной гарантией могу уже вам сказать, что лучше. Дедовский самогон или самогон после домашнего стандарта. Ну, скажу вам одно. Запаха самогона нет, что было. Это одно. Крепость осталась, в принципе, на том же уровне. Чуть-чуть, может быть. В принципе, он был такого же градуса. Но я, смотрите, убрал столько голов. Это первых голов, потому что первые капли. И вот еще. Я, грубо говоря, убрал 700 грамм где-то голов, я оторвал отсюда и выкинул, получается. Но я не выкину, это посмотрим, пригодится еще куда-то. Это чистый спирт, крепкий получается. Серега мне говорил, можно бензобак заливать его, чтобы мотор лучше работал. А это куда-то для растирания или еще что-нибудь. Выливать я в унитаз его точно не буду. А вот этот напиток скоро попробуем, продегустируем. И вы это, конечно, все увидите. Самое главное, забыл сказать, кто решит заказать автоклав домашний стандарт, плюс вот эту колонну, пленочную колонну, ну независимо, с пленочной, без пленочной, имейте в виду, что по промокоду Коми-Рыбак вы получите скидку при заказе. Так что указывайте промокод Коми-Рыбак, и у вас будет не только автоклав, который будет делать консервы, но еще и колонна, которая делает вот такие напитки. На этом все. До свидания. Всем пока. И до встречи на рыбалке. А она будет уже завтра.